Добрый день, уважаемые коллеги. Представлюсь. Евгений Викторович Поляков, старший методист кафедры социально-гуманитарного образования. Также являюсь методистом лаборатории развития этнокультурного образования. Сегодня мы с вами обсудим одну из актуальных методических проблем. Это применение современных средств оценки учебных достижений учащихся. Дело в том, что тема достаточно широкая для освещения. И чтобы детально раскрыть все средства оценивания результатов обучения, нам понадобится целая линейка семинаров. Поэтому на сегодняшнем семинаре мы с вами рассмотрим одно из популярных дидактических средств оценки школьников – это тестирование. Вначале, уважаемые коллеги, давайте мы рассмотрим понятие оценивание и оценка. Оценивание учащихся является одной из основных проблем в образовательном процессе. Данная проблема волнует ученых и педагогов-практиков, так как новые социальные условия, процесс обновления образовательных структур диктуют свои правила. Организация любой деятельности, тем более если это деятельность учебно-познавательная, она невозможна без оценивания. Это обусловлено тем, что именно процесс оценивания является одним из компонентов рассматриваемой деятельности, является ее показателем. Таким образом, оценивание – это процесс, а оценка – это результат процесса оценивания. Ученые-педагоги под понятием оценивания понимают контроль качества образования. Под оцениванием понимается инструмент, позволяющий определять развитие, прогресс в преподавательской деятельности. Оценивание – это способ коррекции деятельности обучаемых, с помощью которого учитель определяет уровень подготовленности ученика. Процесс оценивания стимулирует целенаправленное формирование результатов обучения на основе диагностики и мониторинга учебного процесса на всем его протяжении, когда оцениваются все продукты учебно-познавательной деятельности школьника, показывающие его личные достижения. Одна из основных целей совершенствования профессиональной подготовки педагогов связана с приобретением опыта создания и использования современных средств оценки качества образования учащихся. В настоящее время к современным средствам оценивания результатов обучения можно отнести тестовые технологии, рейтинговые системы, мониторинговые исследования, ученическое портфолио, ментальные карты, хронологические ленты, интерактивные упражнения, контрольные измерительные материалы, научные статьи и другие средства оценивания. Перечисленные средства оценивания стремительно развиваются с появлением новых педагогических технологий. Оценивание учебных достижений школьников необходимо для определения качества образования. Известный ученый-педагог, доктор педагогических наук Евгений Александрович Ямбург определяет качество образования как соотношение цели и результата обучения. Результаты федерального государственного образовательного стандарта должны найти отражение в реальных образовательных результатах школьника. Показатели качества обучения можно разделить на две основные группы. Показатели, характеризующие качество учебного процесса, и показатели, характеризующие уровень
подготовки обучающихся. Уважаемые коллеги, давайте рассмотрим цели оценки качества образования. Первое – это определить уровень учебных достижений. Вторая цель – выявить конкретные сильные и слабые стороны в знаниях и навыках, которыми владеют учащиеся. Третье – выявить факторы, связанные с учебными достижениями. Четвертое – это отслеживать динамику учебных достижений школьников. Как уже говорил ранее, тестирование связано с тем, что на сегодняшний день оно достаточно популярное средство оценивания. Но тестирование как инструмент оценки имеет достаточно глубокие корни. Еще в XIX веке исследователь Фрэнсис Гальтон был первым, кто применил оценочные шкалы анкетирования. Он сформулировал 3 принципа тестирования. Эти выводы и на сегодняшний день сохраняют свою актуальность. Первое. Это применение серии одинаковых испытаний к большому количеству испытуемых. Второе. Это необходимость накопления и обработки статистических результатов. Третье. Это установление эталонов оценивания, эталонов оценки. Важнейшим вкладом Гальтона в развитие науки тестологии является разработка и использование методов математической статистики для обработки тестовых результатов. В отечественной педагогике, в России, интерес к разработке теории и практики тестов, их использование начал формироваться в 20-е годы 20-го столетия. Видные российские психологи, педагоги занимались этой проблемой. Среди них Блонский, Лев Семенович Выгодский и другие исследователи. В начале 21 века разработаны новые критерии, предъявляемые к тесту как способу оценки качества образования. Это адаптивность систем тестирования качества выводов испытуемых, объективность педагогических измерений, экономия ресурсов и времени проверок, возможность применения различных форм предъявления тестовых заданий. На сегодняшний день тестирование применяется как внешний мониторинг. Как внешний мониторинг оценки качества образования. Форма итоговой аттестации школьников посредством проведения всероссийских проверочных работ, основного государственного экзамена в 9 классе, единого государственного экзамена. Также учителями проводятся внутренние мониторинги, необходимые для диагностики остаточных знаний обучающихся по предметам. Но давайте с вами рассмотрим сами термины тестирование, тесты, тестовые задания. Значит, тестирование. Что такое? Это процедура, позволяющая максимально объективно оценивать соответствие личностной модели знаний ученика экспертной модели знаний. Тестирование проводится с помощью специальных тестов, состоящих из заданного набора тестовых заданий в равных для всех испытуемых условиях. То есть это необходимо для объективности оценивания. Тест, в свою очередь, это инструмент, состоящий из статистически выверенной системы заданий, стандартизированной процедуры проведения и заранее спроектированной технологии обработки и анализа результатов, предназначены для измерения качеств и свойств личности, изменение которых возможно в результате систематического обучения. Само тестовое задание – это четкое
и ясное задание по предметной области, представленное по определенным правилам и требующее однозначного ответа или выполнения определенного алгоритма действий. На следующем слайде, уважаемые коллеги, вы видите функции тестового контроля. Давайте мы их с вами рассмотрим. Первая функция диагностическая. Ну, что это такое? Это определение качества усвоения пройденного материала, успехов и пробелов в знаниях, умениях и навыках. Следующая функция – это образовательная функция. Приведение знаний, умений, навыков в систему и содействие их прочному усвоению. Следующая функция – развивающая функция. Ну, под развивающей функцией понимается внесение каких-то корректив в учебный процесс на основе изучения возможностей и способностей учащихся. Четвертая функция воспитательная. Предполагает стимулирование систематических занятий по усвоению знаний, умений и навыков на основе пройденного тестового контроля. Вот давайте мы с вами рассмотрим требования к тестовому контролю. Первое требование – индивидуальный характер. То есть тест выполняется индивидуально, дифференцированно одним учеником. Следующее требование – это систематичность контроля. Значит, систематичность, регулярность проведения контроля на всех этапах. Для объективного оценивания результатов обучения необходимо проводить тестирование не один раз в год, а системно. Ну вот, например, один раз в четверть. Или после изучения крупного тематического раздела или блока. Следующее – это разнообразие тестового контроля. Дело в том, что тесты, они не должны быть однотипными. Они должны быть разными по своей структуре, по своей форме, но, безусловно, по своему содержанию. Также на слайде, уважаемые коллеги, вы видите виды контроля. Давайте мы с вами рассмотрим разные виды тестового контроля. Первое – это предварительный контроль. Предварительный контроль осуществляется перед началом изучения учебного материала для определения исходного уровня знаний обучающихся по предмету. Дело в том, что предварительный контроль, он в форме тестов, он будет полезен в том случае, когда у учащихся уже есть определенные знания по предмету. То есть дети когда-то уже изучали определенный раздел или определенную тему, и, например, в основной школе. А в старших классах необходимо будет повторить, вспомнить, выявить остаточные знания школьников в форме тестирования. Так, второй вид контроля – текущий контроль. Проверять знания, умения, навыки обучающихся, приобретенные уже в ходе изучения нового материала, нового раздела, повторения темы. Так, тематический контроль. Дело в том, что тематический контроль в форме тестов осуществляется после изучения крупного раздела для систематизации знаний обучающихся. Вообще тематический контроль, он является в форме тестов, является популярным видом тестового контроля. Следующий вид контроля – периодический контроль. Это тестовый контроль по целому разделу учебного курса. Ну, например, по предмету обществознания, проведение тестового контроля после изучения раздела политика, например. Итоговый контроль.
Это контроль в форме тестов в конце учебного года по всем пройденным темам. Так, уважаемые коллеги, перейдем к следующей информации. Это касается принципов разработки тестов. Дело в том, что одной из самых сложных задач по тестированию является задача разработки тестов, которая позволяет максимально объективно оценить уровень соответствия, или несоответствия личностной модели знаний, планируемых результатов обучения по определенному предмету. На слайде вы видите принципы разработки тестов. Давайте мы их с вами рассмотрим. Первый принцип – это соответствие содержания целям проверки. То есть, если цель проверки, если цель – это проверка знаний по определенному разделу, то и сами задания в тестах, они должны отражать содержание именно данного раздела в рамках тематического контроля. Следующий принцип – это принцип полноты и значимости. Дело в том, что задания в тестах должны раскрывать разные аспекты пройденного раздела. Например, тест по истории должен включать, допустим, задание на анализ исторических фактов, задание на установление хронологии исторических событий, на установление исторических личностей, и другие виды заданий. Рекомендуется при составлении тестов использовать следующие задания. Задание на сравнение объектов, характеристик процессов, на обобщение признаков, явлений, процессов, изучаемых объектов, на объяснение причин выбора определенных технологических условий, на объяснение следствий изменения условий протекания процессов, задание на доказательства, на опровержение или опровержение какого-либо суждения. Так, хорошо. Следующий принцип – это принцип научности. Сами задания в тесте, тестовые задания, и, соответственно, ответы на эти тесты, они должны быть выверены с точки зрения определенной той или иной области научных знаний. Истории, социологии, права, политологии, искусствоведения и так далее. Следующий принцип – это принцип объективности оценки результатов тестирования. Что понимается под объективностью? Под объективностью понимается степень, в которой результаты теста не зависят от проверяющего. Объективность означает, что результат тестирования достигается только тестовым инструментом, то есть независимо от учителя, от руководителя, от проверяющего теста. При разработке теста задания ответы на тест, они должны быть однозначны. Они должны четко проверяться ключами. Уважаемые коллеги, давайте рассмотрим требования, предъявляемые к тестовым заданиям. Первое требование – это определенность. Определенность, общепонятность. То есть, что это означает? При составлении теста необходимо, чтобы условие тестового задания было понятно ребенку, чтобы оно соответствовало психолого-педагогическим особенностям определенного школьного возраста. Да? Так, следующее. Это понятный язык изложения.
То есть тестовое задание должно иметь ясный смысл, исключающий какие-либо иное изложение, иное толкование или иную интерпретацию. Должны исключаться какие-то малопонятные термины для ребенка или, например, редко употребляемые слова, а также неизвестные иностранные слова, да, которые затрудняют смысл данного тестового задания. Ну и такие требования, как доступность и краткость заданий. Так, очень важно перед тем, как начать разрабатывать тест, необходимо сначала, кратко, по крайней мере, может быть, абстрактно, да, разработать план теста. Значит, что должен включать в себя план теста? Первое. Это контролируемые дидактические единицы и их процентное соотношение. То есть учителю необходимо будет определиться с тем, какие знания нужно будет проверить у обучающихся, у школьников. Ну вот, например, при составлении теста по разделу, по теме «Дворцовые перевороты», в XVIII веке, можно обозначить следующие дидактические единицы. Например, Бероновщина, тайная канцелярия, основание Московского университета, и другие дидактические единицы. Следующее, это нужно распределить задания по дидактическим единицам. Тоже это важный этап составления теста. Следующее, это распределение заданий по уровням трудности. Значит, дело в том, что при составлении теста необходимо обращать внимание на дифференциацию, на разделение видов заданий по уровням сложности. Включение заданий базового уровня сложности, которые по ключам могут, например, оцениваться в 1 балл. И обязательно, подчеркну, в содержании теста должны быть включены задания повышенного уровня сложности, которые могут оцениваться, например, в 2 или в 3 балла. А вот психологи говорят о том, что задания различного вида, причем их можно комбинировать, вот эти задания различного вида сложности, да, они способствуют отодвижению порога наступления утомляемости. Вот таким образом можно включать в процедуру оценивания большее количество заданий. Так, четвертое. Что еще входит в план теста? Это определение количества заданий разных форм. На что бы хотел обратить внимание при составлении теста? Если задания в тесте выполнили все испытуемые без исключения, то данное задание, оно слишком простое для детей, И поэтому, уважаемые коллеги, рекомендуется такое задание исключить, в дальнейшем исключать. А также бывает такая ситуация, что наоборот, какое-то задание, тестовое задание, не выполнил ни один учащийся. Вот такое задание тоже лучше исключить, поскольку действительно это задание, оно не подходит с точки зрения, например, возможно, сенситивности возраста, либо с точки зрения возможностей школьников. Да, поэтому вот в таких ситуациях лучше такие задания исключать. Следующее – это определение времени на выполнение заданий. Дело в том, что определение времени на выполнение заданий напрямую зависит от количества заданий, которые будут предложены учителем. Также
время выполнения заданий зависит от сложности самих заданий, поэтому вот это нужно будет скорректировать. Уважаемые коллеги, давайте рассмотрим типологию вопросов при тестировании. Да, дело в том, что при рассматривании буду приводить в качестве примера тестовые задания демонстрационного варианта контрольно-измерительных материалов единого государственного экзамена 2022 года по обществознанию, разработанного сотрудниками Федерального института педагогических измерений. Так, вот обратите внимание, первый вопрос – это дихотомический ответ. Дихотомический ответ – это ответ либо да, либо нет. То есть, либо это подтверждение, либо отрицание. То есть, это самая простая форма тестового задания. Как правило, вот такие дихотомические ответы, они больше распространены именно в начальной школе, нежели чем в основной школе. Следующий вопрос. Так, это выбор одного правильного ответа из нескольких правдоподобных. То есть это выбор правильного ответа из перечня, из какого-либо перечня. Бывают такие вопросы, как выбор нескольких правильных ответов. Например, от 2 до 4 правильных ответов из нескольких правдоподобных. Следующий, четвертый, это установление соответствия, вопросы на установление соответствия. Вот обратите внимание, на слайде вы видите задание на установление соответствия. Установите соответствие между действиями и уровнями научного познания. Каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. И вот мы видим, в левом столбике перечислены перечень действий, наблюдение, эксперимент, описание объекта, объяснение существующих взаимосвязей, формулирование закономерностей. Ну и в правом столбике мы видим уровни научного познания, эмпирический и теоретический уровень. Вот аналогичные тесты можно будет составлять. Так, следующие это вопросы на знание терминов, на определение терминов. Так, вопросы на знание определения терминов. Ну вот на слайде вы тоже видите задание 8, связанное с определением признаков терминов. Выберите верные суждения о социальной стратификации и социальной мобильности и запишите цифры, под которыми они указаны. Вот здесь мы видим задание на рассмотрение различных признаков понятий социальной стратификации и социальная мобильность. Так, седьмое. Это задание, вернее вопросы или задания на установление причинно-следственных связей. На слайде вы также видите, какие бывают формы тестовых заданий. Это тесты открытого типа и тесты закрытого типа. Что означает тесты открытого типа? Тест открытого типа предполагает школьникам вписать в тестовый бланк дополнение, например, каких-то недостающих слов, или, например, написание ключевого термина, предположим. А тесты закрытого типа, вот это как раз тесты, это задания, например, на упорядочение, на классификацию, вот о которых мы с вами говорили ранее. Уважаемые коллеги, на следующем слайде представлены правила составления заданий для тестирования. Давайте мы с вами их рассмотрим. Так, первое. Содержание теста должно быть ориентировано на проверку значимых понятий. Второе.
Тестовые задания могут быть сформулированы в виде кратких суждений, четко поставленных вопросов и конкретных задач. Третье правило. При конструировании тестовых заданий можно и даже нужно применять различные формы их представления. Например, графические, наглядно-образные компоненты. Так, вот поясню. Ну вот, например, по обществознанию. Это использование графиков, диаграмм, например, да, каких-то аналитических материалов, статистических материалов, использование заданий с фотографиями, тоже это будет наглядно-образный компонент теста. Следующее, четвертое. Количество слов в тестовых заданиях должно быть минимальным. Вот хочу акцентировать внимание на то, что при минимальном количестве слов не должна искажаться структура задания, структура постановки задания. То есть школьник должен понимать условия задания, то есть должен понимать, чего же хотят от школьника, да? То есть должны понимать хорошо суть задания. Следующее. Задание должно быть выражено предельно простой синтаксической конструкцией без повторов и двойных отрицаний. То есть это тоже очень важно при составлении тестов. В тексте тестового задания не должно быть непреднамеренных подсказок. Ну вот, например, задание. В каком году произошла Октябрьская революция 1917 года? То есть ответ на этот вопрос уже будет в условии данного задания. Ответ будет очевиден. Так, седьмое правило. В задании теста необходимо стараться не использовать слова, которые понимаются у различных людей по-разному. Например, иногда, часто, всегда, все, никогда, лишь и так далее. В заданиях не должна использоваться терминология, которая не относится к определенной изучаемой учебной дисциплине. Ну и также в заданиях не должно быть вариантов ответов, ложных ответов, содержащих подсказку, явно выделяющихся или обособленных. Уважаемые коллеги, кратко рассмотрев дидактические особенности тестирования, хотелось бы акцентировать ваше внимание на следующем. Оценивание учебных достижений учащихся на сегодняшний день по-прежнему остается значимой задачей для современного образования. Ситуация оценивания переживается учащимся. Дело в том, что оценивание часто бывает личностно значимо для школьника. Оно бывает эмоционально окрашено для школьников. И дело в том, что, к сожалению, бывают такие ситуации, что в процессе оценивания учебных достижений школьников нередко возникает проблема субъективной оценки. То есть из-за этого бывают даже педагогические конфликты, да, между учителем и между школьником. Бывают ситуации, когда школьник не понимает, почему, например, за четверть у него стоит оценка 3. И по мнению учащегося, вот эта оценка, она не объективна, она неправомерна. И поэтому тестирование вот на сегодняшний день наиболее объективная система оценивания, по мнению известных педагогов, отечественных, зарубежных педагогов,
именно тестирование является объективной оценкой учебных достижений школьников. Почему? Да? Потому что действительно тестирование позволяет выявить реальную картину качества знаний учащихся. Именно тестирование позволяет определить соотношение планируемых предметных, личностных, метапредметных результатов с реальным уровнем сформированных знаний учащимся. Кроме этого, тестирование позволяет найти слабые точки, слабые места у школьников, что тоже очень важно в нашей педагогической работе. Уважаемые коллеги, сегодня мы с вами рассмотрели тестирование как современное средство оценки учебных достижений школьников. На следующих методических семинарах мы с вами продолжим рассматривать разные другие эффективные средства оценивания учебных достижений школьников. Уважаемые коллеги, хочу вас поблагодарить за проявленный интерес к данному семинару. Удачи, успехов вам в вашей профессиональной деятельности. До скорых встреч. До свидания.